Поэма «Шейх Мансур». Поэт Тугузов Асланбек. Запись и сведение Денис Атабаев. Читает Аднан Нагаев. «Отец», — сказал он, тихий шепот обрел подобие крыла и стал похож на хриплый клекот большого сильного орла. «Отец, Аллах вернее знает, и Он испытывает тех, кого страданием отмечает, кого Он любит больше всех. Все в мире тленно, Божьи сроки всему разумному пример. Недолго царствовал двурогий над миром гордый Искандер. И Рум упал, когда из Шама на рубежи его границ явилось воинство ислама в лесамах белых до ресниц. Царей, наместников, героев всех смел великий ураган, ушла династия Хасроев, и пал языческий Иран. И унеслось зыбучим прахом в слепую бездну без следа все то, что именем Аллаха не освящалось никогда. Лишь там, над будущим и былью, среди космических могил еще мерцает звездной пылью праматерь смешанных светил. Как дервиш ночью из Ханаки, следы ночного грызуна, я вижу тьму, но в ней есть знаки, в ней буквы есть и письмена, и богоданным оком знания сквозь сжатый сумраком простор я ясно вижу очертания, покрытых белым снегом гор. Вон там, вдали, за облаками, смотри, отец, в папахе льда дымит ледовыми ноздрями могучий нарт Эбулосмта. А ниже, вдоль речного склона, минуя сонный харачой, худой пастух клюкой из клена ведет овец на чаберлой. Как щедр к творению Всевышний, в какой предел не укажи, в апреле солнечные вишни уже цветут в Элистанжи. И на хребтах Карабулаков, обильных травами весны, среди еще зеленых маков вовсю пасутся табуны. И вот за этот край высокий, за эту Божью благодать мы будем жизненные соки, как дань в могилы проливать. Враг переходит в наступление с девизом вечным «захватить», и лишь огонь сопротивления его заставит отступить. Мы, люди с чистыми сердцами, с неприхотливою душой, и по сравнению с врагами нас очень мало под луной. Но свят Аллах, зиждитель сферы, семи небес и всех светил, Он дал нам дух и светом веры, его как башню укрепил. И я, придвинувшийся к краю условного небытия, сердечной дрожью ощущаю порывы этого огня. Мы и тогда продолжим биться, когда, устав от вековой борьбы, измученно склонится Кавказ, поникнув головой. Пусть сталь врагов острее бритвы, и нет солдатам их числа, союз кинжала и молитвы сломает горб любого зла. И мы сражаться будем с ними, ряды расстраивая их, чтобы адатами своими не стать похожими на них. Когда щепотку чистой соли бросают в кубок питьевой, то, растворяясь поневоле, она становится водой. И молния не выживает, когда ударится об лед, и волк в неволе умирает, и птица в клетке не живет. Что нам, купечески-стрелецкой, орды неверная стезя, и русский царь, и бей турецкий, худые будут нам друзья. И все надежды на кого-то
Помимо Бога на земле есть немощь духа и болото, застывшее в грядущей мгле. И будет даль в кровавых росах крутить свое веретено, когда, подняв корявый посох, из мест округи ведено, восстанет дервиш света знания и тихо к миру призовет, за что отправиться в изгнание, благословив Адамов род. Вдали от синего Кавказа, в стране холодной и чужой, следы чеченского устаза засыплет ветер мировой. И будет хиджра без возврата, отчаянная, как судьба, когда до берегов Ефрата дойдет чеченская арба. Сквозь каменистое Полесье, расплавленное, как слюда, где византийско-тюркской спесью чужие дышат города, как семена летят по ветру в живом стремлении вперед, вот так рассеется по свету святого Ноха гордый род. Пуская гибнущие корни в чужие мертвые пески, не выдавая беспризорной в сердцах клокочущей тоски. Как плеть из гибкой бычьей шкуры роняет крепкая рука застигнутого дикой бурей в пути лихого седока, вот так однажды, словно в бездну, слепую канув навсегда, чеченцы все-таки исчезнут во мгле на долгие года. Однако тот же ветер бури, подув назад, сметет песок, и как луна в ночной лазури, плеть снова явится в свой срок. Так и чеченцы лишь на время уйдут в могильные края, чтобы вновь восстать, как будто семя живого злака бытия, и будут жить до дня восстания под солнцем правды и добра. Ашхаду алла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах. Тут голос сел до придыхания, и к первым признакам утра, когда с последней формой тварной прервалась зрительная связь, имам умолк и благодарно смежил навечно веки глаз. И тут же бледное сияние по всей темнице разлилось, как будто там над мирозданием светило новое зажглось, как будто ангелов крылатых слетелся радостный отряд, и 300 шейхов тайгата к джаназе спешно встали в ряд. Напротив крепости старинной, на левом берегу Невы, есть древний холм с песчаной глиной, покрытой плесенью травы. Его горой Преображенской назвали в давние года, видать, монахи тьмы вселенской, когда настигла их нужда. Сюда весной, поближе к суше, от волн грохочущей воды летят балтийские алуши, и часто селятся дрозды. Там церковь есть для православных, а рядом кладбище в крестах и очень много безымянных могил, затерянных в веках. Монахов, грешников, конвойных, зарытых в спешке наобум и всяких слишком беспокойных,
властителей бунтарских дум. Над ним столетия прошумели, и столько утекло Невы, что даже камни посидели, и стерся ситец синевы. Там от старинного погоста остался лишь песчаный слой, где чьи-то призрачные кости надежно спрятаны землей. И ничего не уцелело, ни крест, ни камень, ни бугор. 2 с лишним века пролетело с тех самых стародавних пор, когда без суеты и спеха команда крепостных людей соединила тело шейха с природой истинной своей. Они его не хоронили, им это было все равно, а словно в почву положили неистребимое зерно. Кто верит в тайну жизни вечной, любую чувствует стезю, и инвалид рукой увечной смахнул с худой щеки слезу. И, глядя вниз светло и прямо, по-человечески как есть, к могиле первого имама поставил деревянный шест. Все тот же купол неба стылый сияет с прежним торжеством, но стерся след святой могилы, покрывшись дерном и песком. Все приходящее в мире этом, от человека до птенца, есть только свет, и этим светом, как чаши, полнятся сердца. Все наши помыслы и думы, молитвы наши в этот час за чистых мучеников умы, за предков наших и за нас. Прошу у Бога с содроганием, чтоб строки этого труда мне стали добрым воздаянием на сборах страшного суда. А ты, духовный мой соратник, читатель мой и педагог, чистосердечный соучастник моих писательских тревог. Хоть я не спал и лез из кожи, глагол к глаголу подгонял, а все ж писал не ангел Божий, а смертный в сумерках писал. И если где-нибудь промашку найдешь, с попреком не спеши, а сделай добрую поблажку, на слабость зрения спеши. Достанут строки этой драмы в священный месяц Рамадан с садакой памяти имама и всех шахидов мусульман. И все, как к ночи флаг заката оплыл последний воск свечи, писал же внук Темирбулата и сын Топы из Ведучи. Чеченец Асланбек Тугузов на чистом русском языке, где диалект восточных русов кишит тюркизмами берке. Как в стужу мерзнущего волка к норе семейной греет путь, огонь исполненного долга мою приятно теплит грудь. Теперь прощай, оплыли свечи, устало слиплись крылья век. Иншаллах, до новой встречи, ваш брат Тугузов Асланбек.